Студия Романа Пестерева представляет Генеральные партнеры Fitness Life, Саха Today. Я родился в советское время, в месяце Рассолода. Окончив школу в 1972 году, поступил в Якутское художественное училище. После окончания училища я сразу поступил в художественный институт имени Репина. Отделение живописи закончил, и вот 1985 года начал свою трудовую и творческую деятельность. С 1994 по 1997 год я 3 года почти не выходя из мастерской работал. Искал себя, сознание нужно переломить и найти себя. Вот это самый сложный процесс. Это очень трудно для себя, да, это мучительно, это больно, но это твое. Вот. От этого никуда не можешь деться. В 1997 году сделал первую персональную выставку, она называлась «Время раздумий». Это вот когда СССР не стало, и все задумались, да, кто мы есть, и откуда мы, и я в том числе. Да. Пришла уверенность после этой выставки. Сейчас мои персональные выставки состоялись уже в Москве, Красноярске, в регионах Сибири, это Алтае, Хакасии, Новосибирске, Кемерово. Недавно я открыл в Меганогласском улусе картинной галерее персональную выставку «Мой путь», как я становился художником, да. Первоначальные работы, как я постепенно нашел себя. Об этом я рассказал своими картинами. Быть художником – долгий и упорный труд. Художниками становятся впоследствии, да, путем упорного труда. Я прошел жесткую школу советского реализма, да, реалистической академической западноевропейской школы, которая существовала по всей территории Советского Союза. Окончив институт, я обратил внимание, что мы отличаемся от других народов, осознал это дело. Я начал поиски себя, почитал труды ученых, востоковедов, историю становления народа Саха. Изучая, приходишь к мысли, что мы в гармонии с природой жили. Да. Мы брали от природы то, что нам необходимо для жизни. Лишнего не брали, это было безнравственным. И нравственность там была чистейшая. К сожалению, в 21 веке этого мало наблюдаем. Мне очень не нравится это. Чувствую сейчас, что это век конкуренции в современном мире приведет это тупиковый вариант развития общества. Сейчас идет острейшая борьба сохранения национальных традиций и в то же время принять современные развитие общества. А как это делать? Где эти грани меня волнует? Не только как художника, а как воспитателя, педагога. Я много лет работаю руководителем художественного училища, да, и обучая детей, мы пытаемся привить им это осознание самого себя как человека, думающего, осознающего, где он и какие цели ставит для себя, да, и о чем будет творить. И взять Якутии, то здесь достаточно художников, которые образованы и работают, да. Но наши произведения не покупаются, да, музеями из-за отсутствия финансовых средств. Рынок сбыта маленький. У нас есть художники, которые живут на хлебе и воде. На последние свои пенсии покупают краски, кисти, да, и творят, а их картины никто не покупает. Почему они творят? Потому что они свое творчество, свои замыслы должны реализовать. Они без этого не могут жить. Кто судья для художника? Что есть истина? Кто определяет, что он хороший, что плохой? Я считаю, что только время определяет, да. По происшествию определенного времени становится видно, кто есть настоящий художник, а у кого получился, да, у кого нету. Да. Поэтому всякие вот оценки современности, правительства и так далее относительные. Судья для художника – это время. Когда работаешь, забываешься, в процессе только об этом думаешь. Какой мазок, какое это, да, только чувство там. Чувство, внутреннее чувство играет. Сознание свое, да, представление об образе, о картине, да, о замысле своем, да. Только одна цель только действует внутри, чтобы воплотить идею. Забываешься и делаешь на высоком таком вдохновении. И тогда лучше получается. Иногда вообще до усталости работаешь. Когда заканчиваешь картину или получается, это удовольствие. Моя супруга говорит, что мы ненормальные люди.
том отношении, что мы не как все люди 8 часов работаем. Ни выходных, ни отпуска, административный отпуск, вливается в творческую работу. Выходные и после рабочего дня ведем мастерскую, работать до 10-11 часов. Конечно, мы ненормальные люди. Художника голова работает 24 часа в сутки. Творение художника действует на человека тоже 24 часа в сутки. Творение художника, она молча действует на человека. Эффективность, где спектакль смотреть, это 1,5 часа там, или кино там, да, 2 часа смотреть. Эффективность произведения в красоте, истина в красоте, я бы сказал. sahatoday.ru. Ищите нас в сети. Saha Today. Агентство «Недвижимость» в Якутии. 6 лет на рынке недвижимости. Продано более 6500 квартир в новостройках, более 9000 на вторичном рынке жилья. Оформлено около 16 тысяч сделок. Мы ваш ориентир в мире недвижимости. Привлечь покупателей, поднять продажи, стать известными. Это легко, мы вам поможем. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Отличный результат гарантирован. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Первый в республике онлайн-журнал с телеверсией «Умный город» iGorod.pro поможет читателям расширить кругозор и открыть новый взгляд на мир. Стань частью умного города. Заходи на iGorod.pro.